Ачимчирская центральная районная больница была основана в 40-х годах. Но тогда, в те годы, услугами этого медицинского учреждения могли воспользоваться исключительно люди, которые относились к железной дороге. Во время Отечественной войны народа Абхазии это здание служило госпиталем. Но сегодня я хочу вам рассказать не о самой больнице, а о родильном отделении при этой больнице. Приехала я сюда сразу после окончания интернатуры. Конечно, отделение было в упадке. Мы с нашими коллегами, начиная с нуля, благодаря администрации, благодаря главврачу, потихонечку восстановили наше отделение. И по сей день мы работаем. Это уже получается 18-19 лет. Расстояние до медицинских учреждений для беременных женщин порой играет критическую роль. В столице при экстренном случае есть и необходимые специалисты. За ними не нужно куда-то выезжать и тратить драгоценное время, которое в некоторых случаях может стоить жизни. В сегодняшней передаче разберемся, чем же отличаются акушерские стационары Восточной Абхазии от столицы. Родильное отделение в городе Ачимчира небольшое, рассчитано оно на 5 койко-мест. Но все необходимое для оказания первой помощи здесь есть. Ачимчирский район, он один из самых крупных. У нас 23 действующих ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря неправительственным организациям, работе Минздраву, мы смогли все эти ФАПы привести в надлежащий вид. И благодаря ФАПам у нас работают медсестры. Сельские жители, они в первую очередь, конечно, обращаются в ФАПы. Наши медработники, они сумели так организовать работу в случае какой-то необходимости. Они напрямую связываются с нами, то есть докторами, и мы можем проконсультировать и дополнительно осмотреть, оказать необходимую услугу, то есть то, что можем оказать в нашей Ачимчире, можем сделать здесь. Все необходимое, конечно, максимально стараемся предоставить и организовать. Если смотреть, вот какое количество женщин у нас состояло на учете с 2018 года по 2019, сейчас, учитывая то, что конец года, это 80 человек. Из них, конечно, человек 10 роды разрешились в нашем Ачимчирском отделении. Из-за того, что в Ачимчирской ЦРБ нет операционной, работа врачей значительно усложняется. Есть те женщины, которые нуждаются в хирургической помощи, а мы просто здесь оказать эту помощь не можем. И нам приходится наших женщин отправлять в другие медицинские учреждения. Но, несмотря на все это, у нас работает в полном объеме женская консультация. Мы укладываем беременных женщин на сохранение в нашем отделении. Они получают все медикаменты бесплатно и все обслуживание, то есть все, что необходимо сделать, то, что можем сделать в наших условиях, конечно, мы здесь все проводим. Посетив родильное отделение в Ачимчире, я, конечно же, не упустила возможность увидеть, так сказать, своими глазами состояние палат. Чисто, уютно, тепло. Находиться в таких условиях очень комфортно. Эта палата предназначена для женщин беременных, то есть это предродовая палата. Сюда мы закладываем женщин, которые готовятся к родам. И уже после родов они с маленькими детьми переводим их сюда, и до выписки они находятся здесь. Сколько таких палат? Одна у нас такая палата, да. Другая палата, женщины лежат на сохранении. Учитывая, что отделение все-таки небольшое, поэтому 2 большие такие палаты. У нас есть и детская комната, то есть детская палата, где медсестра детская находится с маленькими новорожденными детьми. Она является основной помощницей мамы в послеродовом периоде. Все необходимые процедуры с маленьким ребеночком детская медсестра в присутствии мамы делает, обрабатывает и показывает. Если надо обучить и показать, обучает и показывает маме. В Ачимчирском родильном отделении есть и необходимые специалисты. Заведующая Екатерина Рудольфовна регулярно организовывает для своих сотрудников курсы повышения квалификации. Также периодически в родильное отделение приезжают зарубежные специалисты, которые принимают местных жителей. Совсем недавно профессор Первого Московского государственного
государственного медицинского университета Владимир Зуев проводил здесь консультации и осмотр по вопросам бесплодия и раннего выявления рака шейки матки. Это и врачи-акушер-гинекологи, в первую очередь, врачи-терапевты. У нас сейчас появился хирург, малой перевязочной работает. Есть дерматолог, доктор, есть офтальмолог, эндокринолог. Они приезжают из Сухумов. Очень многие наши доктора, несмотря на свой возраст, такой молодой, они не оставили свой район, они остались работать здесь во благо нашего населения. И несмотря на все сложности, которые, казалось бы, вот с нашей работой связаны, все равно сельские люди, наши очимчирцы, они в первую очередь приезжают сюда к нам. И мы максимально стараемся оказать им помощь. Изучая ситуацию с условиями для беременных женщин в восточной части Абхазии, я не могла не посетить город-герой Ткварчал. Ткварчальская районная больница была открыта еще в 1953 году. Блокада во время войны в 1992 и 1993 годах и тяжелое послевоенное время не могли не отразиться на состоянии медучреждения. Демографический показатель вообще зависит от плотности населения. Учитывая, что плотность населения небольшая, соответственно, женщин детородного возраста мало. В ЦРБ, несмотря на то, что находится в стадии реконструкции, все отделения, в том числе акушер-гинекологическое отделение, работают в штатном режиме. У нас экстренная служба акушер-гинекологии в любое время суток, если поступит роженица, помощь будет оказана в любое время суток. Работает у нас 3 акушер-гинеколога, одна из них оперирующий акушер-гинеколог, есть анестезиолог-реаниматолог, что облегчает, значит, нам в оказании помощи, мы можем оказать квалифицированную помощь. Также у нас есть кабинет переливания крови, где мы без проблем можем провести гемотрансфузию. Вот с 1983 года я здесь. До войны, конечно, Ткварчал это был совсем другой город. Но после войны, значит, знаете, вот так как-то парадоксально, но я скажу, вначале было не так тяжело, нам все и вся помогали. Но тем не менее, я все-таки горжусь. Вот в родовспоможении под патронатом фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому я не буду хаять нашего государства ни при каких президентах. Всегда родовспоможению уделялось внимание. Пусть было это до анекдота. Я помню, когда Галина Кирилловна побежала к Владиславу Григорьевичу, сказала, что если он не выделит деньги на прививки против паротита, то у нас мальчики могут быть бесплодные. А он так перепугался, что говорит, все забыл, тут только война кончилась, и выделил деньги. Вот чтобы сказать, что я до кого-то не могла достучаться, это неправда. Я бы не состоялась тогда тут. Все, чем могли, все помогают. Всегда и везде есть свои проблемы, о которых можно говорить бесконечно. Но то, как сотрудники с гордостью показывают имеющееся у них сегодня оборудование, вызывает неподдельную улыбку. В такие моменты понимаешь, что есть люди, которые болеют душой за дело всей своей жизни. Я им горжусь. Вот посмотри, Рената, он много стоит, и автоклав. Есть автоклав, есть больница. И нам вот это, вот знаете, если даже говорить, что мало, государство бедное, не может, молодое, все-таки достойный автоклав, все биксы, стерилизация через этот автоклав происходит. Большая преемственность у нас со стороны республиканского роддома. Все сложные случаи, если у нас какие-то осложнения у роженицы, всегда, значит, нам оказывается большая помощь. Никогда нам не отказывают и всегда принимают и оказывают высококвалифицированную помощь. За несколько дней до того, как я приехала снимать Ткварчальское родильное отделение, врачам пришлось бороться за жизнь беременной женщины. Как говорят сами врачи, то, что девушку удалось спасти вместе с ребенком, иначе как чудом назвать невозможно. Я неспроста начала свой материал с того, что именно расстояние от местонахождения
сопровождение беременной женщины до роддома играет очень важную роль. Ведь дату родов редко удается предсказать точно. Все может измениться в любой момент. Если роды начнутся внезапно, для путешествия на другой конец страны может просто не хватить времени. Технически это была обычная кесарева. На женщине, которая была без пульса и без давления. Ничего так, никакие супер большие операцию мне не пришлось делать. Но в таких условиях, с такой быстротой, с такой организацией, ведь родильная – это команда. Что весь коллектив за 15 минут открыть операционную в районном центре, это трудно. Но так получилось, и люди помогли. Какие-то посторонние люди были тут, быстро за анестезиологом поехали, привезли. Весь двор был в крови. У человека было предлежание плаценты, стоял на учете в галах и уже не лег, не послушал тамошнего врача. А этот диагноз такой, где надо лежать. Там открывается и оперироваться досрочно, скажем так. Да. Так она поехала куда-то к себе домой, она в Гале только на учете. И в результате вот они заехали, и весь двор был в крови. И, вся больница тут была, и бегом сразу в операционную, и, знаете, все под Богом. Когда суждено, я человек, я христианка, я верующая, и поэтому я считаю, да, были все на месте, старались, но кому-то там, наверное, суждено было, чтобы вот была мама живая у 2 детишек. Дело, что женщина была у нас очень тяжелая. Мы, конечно, ее спасли с того света, это было просто нереально. Точно такой же случай был в Ставрополе. Там у них женщина погибла, а нам просто Бог помог, и мы ее спасли. Даже и после войны такого не было, как этот случай был. Просто Бог спас. С заведующей Ткварчальского родильного отделения состоялся долгий, но откровенный разговор. Нам удалось обсудить и один из самых громких законов, который был принят несколько лет назад, предусматривающий запрет абортов. Знаете, я скажу сейчас такую вещь, которую удивлю коллег. Я против абортов, я за запрет. Почему? Потому что на моем районе это положительный фактор. Понимаете? Положительный фактор. Сегодня такое время, когда кюретаж ушел в этом плане. И нам надо это принять. Потому что куча контрацептивов. Это не значит, что мы не должны пользоваться контрацептивами, не планировать нашу беременность. Что у вас здесь? У нас здесь внутринаточные спирали мы вставляем и контрацептивные таблетки. Это вы все раздаете бесплатно? Бесплатно, да. Они знают все. И особо вас обследуют. Обращаются после того, как после запрета аборта вообще? Ой, да вы что? У нас сплошь и рядом это. Это, знаете, была такая программа, и нам дали по этой программе для раздачи населения. Вот мы ею и пользуемся. Вот сегодня была женщина, да, на полном серьезе, кто хочет, кто знает, все приходят, а кто не знает, мы говорим после родов. Сейчас очень широкие показания для спирали. Оставлять спираль, пожалуйста. У нас поэтому у меня особых проблем с абортами в районе-то нет. Понимаете? Вообще были случаи, что к вам обращались после запрета? Вы знаете, сразу, когда не могли, они обращались, что-то, мы уговариваем рожать. В одно время заводили даже такой журнал, сколько мы отговорили этого. Даже такую статистику вели. И уговариваем, кого-то уговорили, но за редким исключением. Знаете, у меня же район, я же не столицу обслуживаю, там, может, продвинутые такие, знаете, там и считают, что и грудное скармливание ни к чему. А у нас нет, у нас все проще, все ближе так, к естеству.
И еще один наболевший вопрос – бесплатная или все-таки платная медицина в нашей стране? И почему, когда мы вроде как официально, оплачивая анализы или, к примеру, обращаясь к кабинету ЗИ, нам не выдают чек или квитанцию, как это делается в любой другой стране? Я за платную медицину, но такую, которую, чтобы ее узаконили. Но я имею в виду вот эти аппараты, что-то конкретное, то же самое УЗИ, вот, которое, пусть у нас маленький аппаратик, я хочу, чтобы он был узаконен, старенький, маленький, портативный, вот, пусть он узаконится, рентгены, лабораторная служба, понимаете, да, очень трудно учиться на врача-биохимика, и не все из них состоялись, но те, которые состоялись, может быть, часть каких-то анализов сделать платными. Вот как-то обдумать это вот, сразу с предложениями. Почему? Потому что вот я такой человек, я не хочу никаких вознаграждений. У меня, может, скажете, вам легко, или Шамильна, у вас там внуки не плачут, и дети не плачут. Вот, и поэтому как-то вот так. А у нас вот не хватает этой заработной платы. Вот. Но, тем не менее, я вот себя считаю каким-то патриотом. У меня даже сегодня есть возможность уехать. У меня сестра в Москве, и она вот меня приглашает, не знаю, может, когда я захочу приглашать, перестанет. Обшарпанные стены, скрипящий пол, самодельные обогреватели с первого взгляда не внушают никакого доверия, да и не располагают к тому, чтобы посетить данное медицинское учреждение. Но проведя здесь весь день рядом с отзывчивыми, заботливыми, а главное, квалифицированными врачами, понимаешь, что не в стенах счастья, ведь благодаря именно таким врачам на свет появляется самое бесценное в мире – дети. Служба родовспоможения здесь на хорошем уровне. Многие остаются здесь и не хотят уезжать, но есть, которые ориентированы на Сочи, рожать в столице. Это мы запретить тоже не можем. Но учитывая, что вскоре реконструкция Центральной районной больницы будет завершена, новые условия привлекут, будет трудоустройство новых кадров, будет новейшее оборудование у нас, и я думаю, что это все-таки повысит количество родов, условия нахождения мамочек и детей, условия, те, которые будут созданы после ремонта, они поднимут показатель. Вот у нас медикаменты, все это по приказу. Видите, отдельная комната идет, и какие-то медикаменты есть, вот какие-то холодильник, все как надо, все идет. У вас как получается? Первые несколько дней бесплатно получается? Или вот пока Вы человек знаете, находится, у нас все бесплатно. Да. Все. У нас нету такого, как, допустим, при инфаркте, при инсульте, там, при неврологических заболеваниях. У нас же идет, хватает. Это Медикаменты, которые можете позволить. фонд медицинского обязательного страхования, мы как-то давно уже с ним сотрудничаем. И мы все регулируем и выработали уже, вот мне, например, хватает. Когда у меня было очень много родов, не хватало, я ходила с подаянием, прям просилась. Тогда еще был Лерий Иванович живой, Адлиба, и аптека управления сейчас и очень много просилась. Сейчас все хватает, мы это регулировали. Если бывает что-то, вот я, например, ездила с просьбой, мне нужна медицинская клеенка, и мне ее обещали вот, в будущем году. Потом мы к переходу, в принципе, готовы. Вот у нас уже есть все, что нам нужно для нового нашего помещения. Вот, все у нас есть. Вот посмотрите, все чайники, все. У нас просто здесь вот такое впечатление, все облупившееся, обветшалое. Но все то, что нужно, нам гладильная доска нужна будет, нам кушетка нужна будет. Все, что необходимо, мы имеем. Конечно, нам что-то дадут, мы выписали, вот, но на крайний случай вдруг что-то мы имеем.
Сейчас мы вот чем мучаемся? Тут все-таки холодно, придется обогреватели ставим, не во всех комнатах вода есть. Вот. И потом вообще сейчас уровень населения так, все сделали ремонты, у всех на пультиках телевизоры, и мы как бы это помещение, конечно, отстает. Оно по санитарным нормам оно как бы выдерживает. Есть холодная вода, горячая, смывы все в порядке, но чисто эстетически, для удобства работы, для удобства пребывания. Ведь мы там ждем что, Рената, мы там ждем тепло, светло и так вольготно, широко, вот что было, понимаете? Вот это ждем. А так вот сейчас вот как-то так получилось, ведь во времена Советского Союза было очень скучно. И мы не выдерживали эти даже нормы. У нас столько родов было. А сейчас вот по нашим нормам как раз столько помещений, сколько надо. У нас все время циклическая уборка должна быть, чтобы избежать этой внутрибольничной инфекции. Поэтому вот мы просто ждем нового помещения и следим за ремонтом. И мы просто проследили за тенденцией, кто же рождается больше. В течение 5 лет проследили, что девочек рождается больше, чем мальчиков. Есть в этом родильном отделении еще одна комната, которую мне показали. Наверное, присутствие этой комнаты меня впечатлило больше всего. Смотрите сами. Это, знаешь, Рената, ну, православие у нас в раскол, но тем не менее нам кто-то вот это вот все дал, и мы всегда все под Богом. У нас же тут часовня открылась, и батюшка спонсорскую помощь. Он вот эту палату привел в порядок, вот, и спонсорскую помощь организовал. Вот мы не чураемся, мы вот у нас машинка, мы все шьем. Тут много белья. Надо подшить, ушить, все сделать, приготовить. Мы сами тут сами себя накормим, из этого и их. Конечно, главный врач все время мечтает, чтобы там хоть чашка была бы супа для ее пациентов тут. Но пока не получается, может, в новом корпусе она обеспечит уже. Приезжают к нам совместители, это доктор-неонатолог и детский невролог. На месте работают 2 участковых педиатра. В новом здании по завершению реконструкции предусмотрено, значит, акушер-гинекологическое отделение на 15 коек, где у нас будет также предусмотрено койки, предусмотрены обсервационные, физиологические и гинекологическое отделение. Этот Корчельский роддом за всю свою жизнь я посетила дважды. Впервые я побывала здесь, когда появилась на свет. Ну и сегодня. Хочется верить, что когда-нибудь в этом прекрасном городе вновь этот роддом станет популярным. И каждая молодая мамочка за свою жизнь впервые именно здесь услышать: вы скоро станете мамой. С вами была Рената Шакая.